2015 года. Представлю участников сегодняшнего мероприятия. На ваши вопросы ответит руководитель Нижегородского УФАС России Михаил Леонидович Теодорович и заместитель руководителя Нижегородского УФАС России Юрий Николаевич Гребнев. И сегодня у нас в гостях Светлана Евгеньевна Кирьякова, начальник отдела контроля закупок Нижегородского УФАС России. Итак, все, чем жила антимонопольная служба и Нижегородская область в прошлом году и о перспективах этого года. Михаил Леонидович, пожалуйста, вам слово. Микрофон включите, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо за возможность поделиться с вами нашей информацией. Я хотел бы начать с того, что у любой истории есть предыстория. Все время говорим о наступающем годе, наступившем, минувшем, но здесь я хотел бы сказать, что в этом году исполняется 25 лет антимонопольным органам. Многое из того, что происходит, уходит корнями, я имею в виду нашей практики, те перемены, которые в ней возникают, проявляются, это уходит корнями в прошлое. И есть проявленные результаты нашей работы, которые видны в цифрах нашего релиза. Сейчас кое-что я произнесу вслух. Есть вещи, о которых мы немножко забыли, но которые, тем не менее, явно присутствуют на задних планах. О чем идет речь? Речь идет о том, что, может быть, главным итогом года стало то, что целые классы нарушений антимонопольного законодательства ушли, по нашему мнению, в прошлое, в 2014 году. Мы уже забыли, что была история в 2008 году с водоканалом, который не хотел принимать показания приборов учета для расчета с гражданами. Это была целая эпопея, у нас были сотни жалоб. Граждане писали нам о том, что они могли бы экономить на этом сотни рублей в месяц, но позиция водоканала не позволяет им сделать это. И была большая работа, сложная работа, мы о ней рассказывали. И сегодня никто не помнит о том, что это было. Полный порядок, полное понимание сторон, и мир воцарился на этом поле. Но дальше было вот что. Дальше была тоже эпопея, связанная с приборами учета, но другая. Домоуправляющие компании хотели и пытались взимать деньги за их установку и ввод в эксплуатацию. Тоже были сотни обращений, тоже было большое напряжение в населении. И было много работы. Сегодня мы можем сказать, что этот класс правонарушений в антимонопольной сфере тоже канул в прошлое. В 2014 году закончились суды. Спасибо обстоятельствам, нашим коллегам-судьям, которые поддержали нас в нашем понимании ситуации. И сегодня она разрешена полностью. То же самое можно сказать об ущемлении интересов на рынке торговли ГСР. Были времена, когда маленькие независимые трейдеры с трудом могли получить топливо на мелкооптовом рынке, на нефтебазах, в те периоды, когда топлива не хватало. Когда его было много, получали все. Когда его было мало, его получали владельцы нефтебаз для своих розничных сетей в первую очередь. И только во вторую, по остаточному принципу, малые игроки. При этом с некоторых требовали стопроцентную предоплату, а некоторым давали отсрочку и рассрочку. Явная дискриминация, явное неравенство условий, и оно очень напрягало рынок, и это в частности проявлялось в той нестабильности и ценовой, и в поставках, которые мы переживали в 2011 году, в 2012 году. А ничего этого нет. А сегодня крупные игроки говорят нам о том, что они разработали торговые политики публичные, что они их вот-вот разместят на сайте, нам об этом говорит Лукойл. Эти политики предусматривают равенство, стабильность, понятность условий, публичность этих условий. И компания публично декларировала свою приверженность этим принципам. По этому же пути начинают двигаться другие крупные игроки. Нам уже «Газпромнефть» говорит о том, что да, они думают о том, как присоединиться к этому движению. И то же самое говорит «Башнефть». Это новый фигурант, новый игрок на топливном рынке, который мало был представлен 5 лет назад и который достаточно ярко позиционируется уже сейчас. Ярко в смысле доли рынка. И они также говорят о том, что их интересует эта практика, они считают это правильным и хотели бы идти по этому пути, но с какой-то своей скоростью. Вот это только три примера того, что удалось сделать за годы, и 3 примера того, что в 2014 году стало нормой жизни, вошло в практику, к чему все привыкли и стали считать это данностью. Это те результаты работы антимонопольных органов, которые фактически имеют место, но мы о них уже не помним, потому что это стало хорошей нормой.
И, в общем-то, я хотел сказать, что не только это, и не только 2014 год, но и предыдущие годы приносили такие результаты. И это все результат же накопления 25-летней практики, 25-летнего опыта, 25-летнего присутствия антимонопольных органов на товарных рынках в качестве регулятора, контролера и, в общем, участника строительства рыночной экономики, по крайней мере, в той части, в которой это возможно на территории Нижегородской области.